Зазвонил домашний телефон. Я подошла. Голос, молодой голос, это самое, говорит что-то, я говорю, Дим, кто? Ну, молчат, потом я говорю, Дима, ты что ли, ты? Он говорит, да, я. Это самое, я говорю, что случилось? Он говорит, я попал в беду. Я говорю, какую? Ну, в общем, сейчас тебе, я в милиции, сейчас тебе милиционер все расскажет сам. Ну, взял какой-то мужчина трубку у него, значит, а он еще, Дима, сказал, что бабушка, мне на секунду дали только телефон. Это самое. Взял милиционер и говорит, ваш внук попал в такую ситуацию. Я говорю, а что случилось? Он в магазине ударил парня. Я говорю, что, подрались, что ли? Ну, типа того, короче, ему показалось, что этот человек полез к нему в карман. Он его как бы навзничь ударил, и тот парень упал и ударился об кафель, и, в общем, его увезли в больницу. Ему нужно делать срочную операцию, трепанацию черепа. И это самое, вот, внука вашего могут посадить. А мне парня жалко, это самое, может, не будем заводить уголовное дело. А это самое, отец говорит, если 200 тысяч дадите, то заявление не будут писать, мол, на операцию нужны деньги, да все. Ну, короче, я говорю, а где внук? Он говорит, в милиции. Ну, вы, бабушка, согласны дать? Я говорю, ну, я согласна, но я к вам сейчас приду, я говорю, в милицию. Я тут рядом. Не надо к нам приходить, говорит, потому что вы покажетесь, и это самое... Потом мы не сможем закрыть уголовное дело, и это нужно только делать сегодня, потому что это самое, потом дело пойдет. Сегодня я еще не смогу завести, как бы еще смогу парня спасти, а дальше нет, мол. Я говорю, он говорит, ну вы согласны? Я говорю, ну согласна, ну Диму мне дайте. Он говорит, ну на секунду дам. В общем, парень взял эту трубку. Я говорю, Дима, Дима, он говорит, ну бабушка, ты делаешь все, что тебе говорят. Я говорю, ну хорошо. Ну, короче говоря, потом я говорю, ну вы согласны? Мол, я говорю, ну согласна. Я говорю, ну у меня такой суммы нету. Он говорит, а сколько у вас есть? Я говорю, ну 100 тысяч. Он, ну ладно, сегодня 100 тысяч отдадите, вот сейчас вам, вы назовите свой адрес. Я назвала, значит. Он говорит, это самое, сейчас к вам придет человек, и это самое, ну, передадите ему деньги. Давайте, чтобы он не отказался, отец этого парня, что он взял деньги и заводить не будет дела. Перепишем купюры. Ну, я начала, я говорю, он говорит, какие? Я говорю, 5000-е, я говорю, 5000-е. Я не помню сейчас, 50 там было по 50 тысяч или 60, я уже не могу сказать. Остальные по 1000 были. Вот. Он 50 по 5000 он все переписал, и 1000 какие-то он переписал купюры. А потом, ну ладно, хватит, говорит, уже это самое. Но он, я говорю, он пришел, я говорю, да он звонит, домофон, я не могу отойти от телефона. Он говорит, ну вы идите, откройте ему. Я, значит, положите трубку. Я положила, значит. В это время, когда он разговаривал еще, он как бы, кто-то в него в кабинет заходил, и он там по имени-отчеству, я сейчас не могу даже вспомнить, мол, выйди, я пока занят. Ну, видать, отвлекал специально меня, чтобы я поверила. Ну и, короче говоря, это самое, он... Я открыла этому человеку, пошла, деньги взяла, потом что-то замежевалась, пошла за газету, и газету взяла. Выбрала. А как этот человек выглядел? Он был 1,75 м, значит, ну, коренастый, такой плотный, лет 45-47, может быть, куртки кожаные, кепки кожаные. Вот. Брюки я даже не смотрела на низ. Я попросила только, я говорю, вы хоть мне паспорт покажите. Он ничего не ответил, деньги взял.